Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і я рады вітаць вас у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова, дзе мы абмяркоўваем апошнія актуальныя падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Сёння са мной на сувязі з Кіева украінскі палітолог, кіраўнік Інстытута сусветнай палітыкі Евген Магда. Добрый дзень, спадар Евген. Штосьці ў нас не вельмі добра з сувяззю гэтым разам. Зараз мы паспрабуем вярнуць. Так, зараз спадар Евген Магда паспрабуе да нас яшчэ раз далучыцца. Відаць, ўсё ж такі ёсць нейкія пэўныя праблемы альбо з інтэрнэтам там на сувязі, ці яшчэ што. Щось було не так. Да, штось было не так, але вот яшчэ раз... Я вже тут. Да, яшчэ раз вітаю з вяртаннем. З намі на сувязі, яшчэ раз паўтару, украінскі палітолог, кіраўнік Інстытута сусветнай палітыкі Евген Магда. Добры дзень, пане Евген. Нешта губляецца ў нас сувязі. Вітаю яшчэ раз, пане Евген. Добрый день. Абмяркуем апошнюю і самую такую нашумелую навіну. Гэта аўдыёзапіс, які з'явіўся, быў агучаны, у якім нібыта абмяркоўваюцца планы по забіццю апанентаў рэжыма Лукашэнкі. Запіс датуецца 2012 годзе, і ён нарабіў вельмі шмат шуму і абмеркавання вялікае ў Беларусі. Але я гляжу па рэакцыі сацыяльных сетак і СМІ ва Ўкраіне таксама. Чаму? Потому что в этой записи речь идет об убийстве Павла Шеремета, собственно говоря, в центре Киева, убийстве с особой жестокостью. Я думаю, что слушатели Еврорадио помнят о том, что автомобиль с Шереметом был подорван дистанционно управляемой миной. Ну и есть еще один момент, который, возможно, не очевиден нашим белорусским слушателям. Ситуация с пленками очень напоминает ситуацию с пленками Мельниченко, так называемыми, и делом Гангадзе. Георгий Гангадзе — это украинский журналист, тоже оппозиционный, который в 2000 году исчез, и потом всплыли пленки о том, что якобы Леонид Кучма поручал его запугать, но потом Гангадзе был... Фактически Гангадзе признан судом убитым, он даже похоронен, останки его похоронены несколько лет назад. Организатор его убийства, генерал тогдашний милицейский Пукач, был найден во время президентства Виктора Ющенко в заброшенном селе и осужден к пожизненному заключению, но он так и не назвал заказчиков этого преступления. То есть аналогии на самом деле очень похожи, и много приходится говорить о том, что действительно, вы знаете, такое впечатление, что это вторая серия какого-то жуткого триллера. Просто обстоятельства за 20 лет все-таки несколько изменились, но, например, у меня к так называемым пленкам Ткачева тоже есть немало вопросов. Спадар Евген, але глядзіце, пленкі датуюцца нібыта 2012 годам. Паўла Шеремета забілі у Кіеве ў 2016 годзе. 4 гады прайшло.
ці ёсць ці настолькі відавочная сувязь паміж гэтымі двумя падзеямі, ці можна ўсё ж таки сцвярджаць, што тое, што абмяркоўвалася ў 2012 годзе, было нарэшце здзейснена праз 4 гады? Ну, наверное, нужно вспомнить о том, что Юрий Ткачев уже на тот момент, на момент покушения на Шеремета, уже не был председателем КГБ Беларуси. Это раз. И даже, насколько я понимаю, не работал в структурах государственной власти Беларуси. Я, вы знаете, отмечу, что найти эту строю будут говорить, действительно, там это обсуждали, потом это использовали. Но я в этих пленках вижу стремление не белорусских, подчеркиваю, политических игроков продолжить расшатывание Лукашенко. Я вот вспомнил, что в декабре 2019 были откровения белорусского спецназовца Юрия Горавского об убийствах тоже политических оппонентов Лукашенко в 90-х годах. И потом это тоже, это задало определенный тренд президентской кампании в Беларуси. Сейчас, когда уже 5 месяцев фактически продолжаются протесты в разной форме в Беларуси, то очевидно, что такие, в кавычках, откровения, они должны стать импульсом для протестов, и я не исключаю, что лозунг «Кто убил Шеремета», он будет реять над протестующими на улицах белорусских городов. Глядите, пани... И безусловно, этот лозунг поднимет на знамена белорусская оппозиция. А в Украине это связано с тем, что уже больше года Андрей Антоненко, которому инкриминируют причастность к убийству Шеремета, находится в следственном изоляторе, и по сути ему не выдвинуты четкие обвинения, и каких-то подтверждений, экспертиз его причастности нет. Юлия Кузьменко и Яна Дугарь, они находятся под домашним арестом. И тут следует служащий сил специальных операций, но он занимался пропагандистской кампанией относительно вступления в силы специальных операций. Кузьменко — это хирург-волонтер, а Дугарь — это военная медсестра. То есть тогдашнее разоблачение в декабре тоже, кстати, 2019 года и арест 3 подозреваемых, он интересным образом синхронизируется с откровениями Юрия Горавского. Правда ведь? Как интересно получилось. Тым не менш, наколькі я зразумеў, паліцыя Украіны заявила, што атрымала інфармацыю аб менавіта магчымых замоўніках забойства па Шеремета, і што гэтую інфармацыю яна атрымала яшчэ у мінулым годзе, напрыканцы, здаецца, мінулага года, 19-го года. Ці была нейкая інфармацыя, што гэтыя звесткі таксама нейкім чынам разглядаюцца, улічваюцца, бо нейкім дзіўным чынам супадзення, як толькі было апублікавана гэтае расследаванне с пленками, передаденными Игорем Макаром у EU Observer, то адразу и Национальная полиция Украины выступила с заявой. Просто это же сообщение вчера утром подала «Украинская правда», известная, наверное, самая известная за пределами Украины интернет-издание, с которым сотрудничал Павел Шеремет перед своей гибелью. И, кстати, основателем «Украинской правды» был Георгий Гонгадзе, о котором я упоминал. Поэтому линия украинского МВД меня не удивляет, потому что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков — это такой, знаете, единственный взрослый в системе украинской власти, который будет, по-моему,
и дальше пытаться стремиться оставаться у власти, и его окружение, и его заместитель Антон Геращенко и пресс-секретарь МВД Артем Шевченко, конечно, они будут выдвигать версии, которые не будут бросать тень на их шефа. Но в целом само развитие событий мне, честно говоря, представляется, ну, как минимум, несколько странным, потому что очень много совпадений, и я вижу в этом всем игру России, а не внутренних противников Лукашенко. Я поясню почему. В 2000 году дело Гангадзе и расследование вокруг дела Гангадзе, они фактически сдвинули Украину с проевропейского курса, и Кучма был вынужден до конца своих президентских полномочий в 2004 году фактически отбрехиваться от обвинений, в том числе и в убийстве Гангадзе. Лукашенко не стоит на таком проевропейском курсе, но очевидно, что ему, словно, знаете, передают привет таким образом. Очень много схожих моментов. В Украине была якобы запись под диваном разговоров в президентском кабинете, хотя, собственно говоря, технически это 20 лет назад было очень проблематично. В Беларуси, ну, мне сложно представить, чтобы в кабинете председателя КГБ Беларуси так легко осуществляли несанкционированный запись разговоров. Ну, знаете, это, по-моему, ну, это сообщение, оно Тут нема. На жаль, у нас ізноўку праблемы ёсць з сувяззю. Зараз, відаць, троху подвісла трансляцыя. Зараз будзем спадзявацца, што адновіцца. Ну вось бачыце, ўсё ж такі падазрэнне тое, што сыходзіць зліў гэтых матэрыялаў дзесьці з боку расійскіх спецслужбаў, яно актуальнае не толькі для беларускіх экспертаў, але вось і наш украінскі калега Евген Магда таксама падазрае ў такіх злівах расійскі бок. Да, спадар Евген, ізноўку там былі праблемы, але вярнуліся, спадзяюся. Если анализировать картинки Украины, 2000 год, дело Гангадзе, и Беларусь 2020-2021, то очень много аналогий. Запись в кабинетах, которые априори должны иметь техническую защиту, в информационном продвижении этих записей. И много вопросов, на которые нет абсолютно однозначных ответов. Спадар Евген, я вось пачытаў, скажем так, не каментар, але у тэлеграм-канале з расійскага палітолага Станіслава Белкоўскага, і ён так вось канкрэтна піша прямо ў лоб: версия о причастности властей Беларуси к убийству Павла Шеремета фактически означает, что в операции по устранению журналиста спецслужбы Белоруссии объединили усилия с украинскими коллегами, и о сценарии знали актуальные президенты обеих стран Александр Лукашенко и Петр Порошенко. Вот ці падзяляеце вы такое меркаванне Станислава Белковского? Ну, господин Белковский глубоко
погружался в украинские дела. Бачыце, у нас ўсё ж таки дастаткова сур'ёзныя такія непаладкі з сувяззю. Відаць, не вельмі такі моцны сігнал з боку спадара Яўгена. Ну вот пакуль спрабуем наладзіць ізноўку сувязь. Я нагадаю, што учора стала вядома, былі апублікаваныя запісы, перададзеныя журналістам бельгійскага выдання EU Observer Ігорам Макарам, былым байцом спецпадраздзялення «Алмаз» МУЗ Беларусі, у якіх нібыта агучваюцца планы па забойстве шэрагу апанентаў Лукашэнкі, якія на той момант знаходзіліся за мяжой. Сярод іх Алкаеў, Павел Шырамет, ну і іншыя людзі. Дарэчы, вось Макар заявіў, што нібыта былі планы і вядомага беларускага палітолага, які жыве ў Расіі і працуе там, спадара Суздальцева, таксама такім чынам знішчыць. Так, спадар Яўген, здаецца, вярнуўся. Ці чуеце вы нас? Да, вернулся, слышу. Так вот, напомню, что в 2012 году президентом был Виктор Янукович. И тогда с Януковичем и, ну, знаете, если мы будем погружаться в конспирологические проблемы, то будем говорить о том, что Лукашенко согласовывал свои действия практически со всеми украинскими президентами, потому что он только с Леонидом Кравчуком не пересекался во время своей президентской каденции. Вы знаете, я не вижу дружественного характера взаимодействия, признаков дружественного характера взаимодействия украинских и белорусских спецслужб, хотя бы по причине известного дела Юрия Политики, который был задержан в Украине, и известного дела Павла Шаройка, который был задержан в Беларуси. Поэтому говорить о каком-то сотрудничестве украинских и белорусских спецслужб, не, ну... Да, відаць, не атрымаецца такой грунтоўнай размовы зрабіць менавіта праз вось такую сувязь зум-канферэнцыі, бо скача у нас інтэрнэт і немагчыма гаварыць. Ну што ж, я думаю, што мы працягнем абмяркоўваць гэтую тэму, але ўжо наступным разам у наступным эфіры, а на гэтым пакуль што абмеркаванне скончым. Выбачайце за незалежную ад нас вось такую дрэнную якасць трансляцыі. Яўген Магда спрабуе вярнуцца. Ну што ж, я думаю, што зараз паспрабуем ўсё ж такі яшчэ раз зладзіць размову. Калі яна не пойдзе, то, на жаль, там вымушаныя будзем развітацца. Яўген, вярнуліся, паспрабуем яшчэ раз. Калі не атрымаецца ў чарговы раз, то, на жаль, там давядзецца абмеркаванне скончыць, так? Но хочу довести мысль до конца о том, что все-таки очень много похожего в деле Гангадзе и в этих пленках, которые появились вчера, пленках Ткачева, а в Украине они назывались пленки Мельниченко. И тоже был
сотрудник спецслужб в Украине, и тоже появляется сотрудник спецслужб Беларуси. То есть, вы знаете, очень много вещей, которые похожи, но я не вижу в этом... Какой был политический интерес, например, у Петра Порошенко в устранении Павла Шеремета? Я не могу этого понять. Или настолько теплые отношения между Лукашенко и Порошенко были во время президентства последнего? Не вижу. Я вижу, что Россия этим делом, этими пленками фактически не только ударила по Лукашенко, но и передала привет, в кавычках, Владимиру Зеленскому, рейтинг которого продолжал падать на протяжении 2020 года, а сейчас все больше людей спросят, почему Антоненко, которому инкриминируют убийство Шеремета, он продолжает сидеть в СИЗО, когда появились пленки, которые свидетельствуют о совсем других обстоятельствах дела. Що ж таки, пакуль сувязь ёсць, я хочу задать таким чынам пытанне. Атрымліваецца, што сыходзячы з вашай вот такого ланцужку лагічнага, што калі гэты удар нейкія вот знешнія гульцы, там хто б там не быў, там ФСБ там ці служба знешняй разведкі там России, ці яшчэ хто, то яны, можа быць, і білі па Лукашенку, але спадзяваліся, што можа быць удар пойдзе и по Владимиру Зеленскому. Да, безусловно, конечно, потому что Россия ведь не скрывает своего стремления быть активным игроком на постсоветском пространстве в целом. Поэтому и стремится быть максимально активной и максимально продвигать свои интересы. Ничего в этом нет странного, тем более, что политическая возможность как раз для этого сложилась. И, собственно говоря, тут еще и достаточно сейчас напряженные отношения между Украиной и Белоруссией помогают России вбивать дополнительный клин еще между нашими странами. Принцип «разделяй и властвуй», он никуда не исчез. До речі, які вынік можа быць для беларуска-украінскіх адносінаў вось апублічвання гэтага запісу? Итог на самом деле простой, что Россия работает на постсоветском пространстве активно, использует уже обкатанные приемы и обкатанные технологии, безусловно, модернизируя их в соответствии с последними потребностями. И итог в том, что пока есть Россия с имперскими притязаниями, ни одно постсоветское государство, которое не стало членом НАТО и Европейского Союза, не может себя чувствовать спокойно. Добра, але ці чакаеце вы, што, скажем, гэтыя ўсе запісы яны дадуць новы штуршок ці новы накірунак у расследаванні справы Шеремета? Пока украинское МВД от этого отнекивается, скажем так. Странно, потому что это был террористический акт, и, по идее, это была сфера полномочий СБУ. Очевидно, это решалось на каком-то политическом уровне Украины тогда, летом 2016 года. Но в любом случае это даст толчок общественным вопросам. То есть в Украине активное гражданское общество, и оно будет задавать вопросы Зеленскому напрямую или не напрямую. И я думаю, что и коллеги Шеремета, украинские журналисты, тоже будут спрашивать и участников президентской команды, а почему такие пленки резонансные не нашли отражения в судебном деле, тем более если человек, который их обнародовал, заявил, что готов прилететь в Киев и давать тут показания в офисе генерального прокурора. Это, знаете, достаточно интересный такой разворот, который дает много почвы для размышлений и много почвы для комментариев о происходящем. Но пока украинская власть занимает такую оборонительную позицию, то есть я, например, четко понимаю, что сами пленки эти не могут быть
использованы как доказательства в суде, потому что они получены без санкций суда. Но если человек, который выступает или называет себя оператором этих пленок, готов давать показания, то как минимум его целесообразно было бы допросить. Але я вярнуся яшчэ тады да палітычнага аспекту. Вот на сёння улады Украіны не далучыліся там да якіх-нибудь эканамічных санкцый адносна беларускага рэжыма. Увогуле такая пазіцыя Украіны досыць спрэчная, з беларускага боку выклікае там пэўную крытыку. Гэтыя вось падзеі, з'яўленне гэтай плёнкі прымусіць неяк больш рашуча украінскі ўрад, украінскае кіраўніцтва выказвацца по беларускай тэматыцы? Думаю, что нет. На самом деле, все-таки Украина на собственном примере, на примере того, как Украина пыталась, которая существует, но все-таки которая меньше ожидаемого, она знает, что санкции – это вопрос обоюдоострый. И сегодня Беларусь по многим экономическим вопросам для Украины является важным партнером. В персональных санкциях этот фактор присутствует, но персональные санкции Украина не распространяет, например, на господина Лукашенко. Ожидать, что вот произойдет такое очень большое потепление отношений между официальным Киевом и, например, белорусской оппозицией, я вот сильно сомневаюсь. В январе у нас якобы планируется визит Светланы Тихановской в Киев, но я далеко не уверен, что она, даже прилетев в столицу Украины, получит возможность пообщаться с Владимиром Зеленским. Поэтому думаю, что Украина будет продолжать вести собственную линию, которая будет опираться на экономических интересах, поскольку Украина не является членом Европейского Союза, и она политически не обязана входить в тот санкционный режим, который существует у стран Европейского Союза. Давайте скажем откровенно, что далеко не все инициативы Польши и Литвы, которые тоже соседи Беларуси, в плане санкций Европейского Союза были вот просто так оперативно по одному щелчку реализованы. Зразумела. Дзякуй вялікі Евген. Я думаю, что мы будем завершать, хотя все ж таки хотелось бы яшчэ вот калі ёсць магчымасць, сувязь яшчэ ёсць, ваше меркаванне, як ўсё ж таки гэтае з'яўленне гэтых плёнак, калі браць такую агульнаеўрапейскую сітуацыю, яшчэ больш зробіць пазіцыю Еўропы такой прынцыповай і крытычнай у дачыненні да афіцыйнага Мінска, ці тут ужо нічога не зменіць? На жаль, Евген Магда ізноўку прапаў у нас так. Вярнуўся. Ці пачулі вы, пані Евгений, маё пытанне? В отношении Александра Лукашенко уже давно сформировано, еще во времена его, скажем, предыдущих президентских сроков, и сделать ее более жесткой, на самом деле сложно. Мне куда интереснее, как будет с этими пленками работать новый американский посол. Я так понимаю, что она должна прибыть в Беларусь, поскольку Сенат ее уже утвердил, и она станет достаточно важным. Но ожидаю, вот Европейский Союз полностью... Давайте откровенно. В Брюсселе не хотели бы, я думаю, полного, стопроцентного подчинения Беларуси России. И поэтому из этого будут исходить, хотя, безусловно, заявления о санкциях, обещания и все-таки, скажем, такая игра политическими мышцами, она, безусловно, будет присутствовать.
Зразумела. Дзякуй вялікі. Ну, можна было яшчэ працягваць размову, але, на жаль, з-за такой дрэннай якасці нашай сувязі не будзем мучыць гэтымі вось перарывамі нашых слухачоў, гледачоў. Дзякуй вялікі, спадар Евген. Я нагадаю, што з намі на сувязі з Кіева быў украінскі палітолог, кіраўнік Інстытута сусветнай палітыкі Евген Магда. Для вас працаваў Зміцер Лукашук. Это быў сумесны праект Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайте і глядзіце нас.